Пассажирские перевозки по городским и междугородним маршрутам. Скидка 10% до 30 сентября. Манзара Транссервис. Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем о страшной трагедии в Нижнекамске. Как будто бы повторные зелоеды. Из окна 10-го этажа упала 15-летняя девочка. Вины не признали. Первый поворачивать начала налево, а он у меня врезался. На пересечении проспекта Амирхана и улицы Воровского столкнулись «Жигули» и «Шевроле». И покажем, как спасатели больше часа боролись с огнем в селе Афанасово. 4 экипажа. Очень оперативно началось тушение. Огонь распространился на 1,5 сотни квадратных метров. Это и не только. Прямо сейчас. 15-летняя девочка выпала из окна 10-го этажа в Нижнекамске. Трагедия произошла в одном из жилых домов по улице Мира. От полученных травм она погибла на месте. Случившееся стало настоящим шоком для тех, кто знал погибшую. Они в один голос говорят о ней только хорошее и даже не представляют, что могло случиться. Лишь добавляют, что сегодня она должна была пойти в 9 класс. Причины трагедии сейчас выясняют следователи. Альбина Миннебаева узнала, какие они рассматривают версии. На месте трагедии скорая и полиция. Территория вокруг оцеплена, близко никого не подпускают. Народу собралось много, в основном прохожие и соседи. Новость о том, что 15-летняя школьница выпала с 10-го этажа, потрясла всех. Как будто бы повторные зелоеды. Должна была в 9 класс идти. Мне учительница вот одна сказала. Девочка упала на козырек над входом в офис от полученных травм. Она скончалась на месте. Быстро выяснилось, она жила с мамой. Сегодня должна была пойти в 9 класс в школе номер 31, где она училась. Они говорят, только хорошее. Рассказывает, была прилежной и способной ученицей. К ней пререканий, к ней вообще нету. И для родителей, и для всех это вообще такой шок. У меня вообще положительно хорошая. Помимо хорошей учебы, девочка занималась хореографией в группе восточных танцев. Очень ранимый человек, конечно, была, но при этом очень умная девочка. Такая умненькая девочка, размышляющая. Но внутренний мир, я так думаю, она закрывалась от всех. Да не было замечено, что он выпивает или курит. Вообще, вот близко даже этого ничего, вообще. То есть, не знаю. Думающая девочка такая. Причины трагедии сейчас выясняют следователи. Рассматриваются несколько различных версий. Пока непонятно, была ли она одна дома в момент трагедии или рядом были взрослые. Но стало известно, что незадолго до падения она записала видео. Его содержание пока не раскрывается. Альбина Миннебаева, Светлана Шумкова, Ринат Харасов. Вызов 112. А в Набережных Челнах из окна 3-го этажа жилого дома упал мужчина. Последствия падения были менее трагичны. Очевидцы вызвали медиков. Пострадавший был госпитализирован с травмой головы. «Шевроле Нива» и «Жигули» 7-й модели столкнулись сегодня днем на пересечении проспекта Амирхана и улицы Воровского. Первоначально никто из участников аварии своей вины не признавал, перекладывая ответственность за случившееся друг на друга. Однако позже один из водителей пересмотрел свой взгляд на происходящее. Айрат Назипов узнал все подробности. У меня тормозной путь метров 5 есть. Избежать аварии, признается водитель «Шевроле», пытался всеми силами. Мужчина двигался по проспекту Амирхана прямо, по крайнему левому ряду, со скоростью 50 км в час. В какой-то момент на его полосу со среднего ряда стала поворачивать «семерка». Избежать столкновения не удалось. Зеленый был. Все туда ехали. Она ехала, другая машина ехала сзади нее. Из-под нее она вот поворачивала, я поэтому сразу не заметил. Вот. Женщина, управлявшая «Жигулями», водитель со стажем, за рулем 7 лет. Свою вину в произошедшем она не признавала, считая, что «Шевроле» также поворачивал налево. Я первый поворачивать начала налево, а он у меня врезался. Вот так. То есть он поворот не включал вообще, нет? Ну откуда я видела? Я не видела же. Видение ситуации у женщины изменилось, когда на место приехали аварийные комиссары. Впрочем, установить истинного виновника предстоит еще автоинспекторам. Айрат Назипов, Азат Самигуллин, вызов 112. Две иномарки столкнулись на пересечении улиц Профсоюзной и Астрономической в Казани. По словам очевидцев, водитель «Пежо» спускался вниз по Астрономической. В это время водитель кроссовера направлялся по улице Профсоюзной со стороны улицы Пушкина. О силе удара говорят повреждения автомобилей. Обе иномарки после столкновения оказались не на ходу. Степень виновности водителя будет установлена после полного разбора аварии автоинспекторами.
Больше часа не могли потушить пожар в селе Нижнее Афанасово в Нижнекамском районе. Огнем полностью уничтожены гараж и баня, пострадали и надворные постройки соседей. По данным спасателей, общая площадь пожара превысила 150 квадратных метров. Файруза Мазитова расскажет подробности. Уходящий в небо белый дым привлек десятки зевак. Одни смотрели с любопытством, а другие со страданием. А 82-летняя пенсионерка, соседка погорельца, со слезами на глазах. От пожара пострадал и ее гараж. Дом хотела продать. Подала объявление, ждала покупателей. Пенсионерка переживает, кто ж его теперь купит. Приехал, помидоры соберу, помидор собрал, чай купил, еще давай нам помидор зеленый соберу, садить буду. Вышел, ничего не видать, да стрелят. Кровля дома сгорела полностью. Огонь перекинулся на гараж и баню. Вся семья в это время была вместе, работала в огороде. Никто из людей не пострадал. Пожарные приехали очень оперативно, где-то в течение 25 минут. 4 экипажа. Очень оперативно началось тушение. Но справиться с пламенем также оперативно пожарным не удалось. 26 человек больше часа боролись с огнем. Общая площадь возгорания составила больше 150 квадратных метров. Очаг возгорания предположительно находился в гараже. Причину еще предстоит установить пожарным дознавателям. Предварительных версий две – короткое замыкание и взрыв газового баллона. Файруза Мазитова, Анастасия Попова, Марсель Джураев. Вызов 112. Не захотел расставаться с крупной суммой денег. Полицейские Татарстана возбудили уголовное дело в отношении злостного неплательщика налогов. По версии следствия, подозреваемый, будучи индивидуальным предпринимателем, не платил по счетам 2 года, начиная с 2013-го. Занимаясь производством и продажей окон, бизнесмен включил в налоговые декларации недостоверные сведения, после чего представил их в Межрайонную федеральную налоговую службу. Общий ущерб составил 5,5 миллионов рублей. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 198 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это уклонение от уплаты налогов с физического лица путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений в особо крупном размере. Каким танцем можно разозлить служебную собаку, как можно оставить все деньги при ограблении и почему стоит проверять глубину воды перед купанием? Ответы на эти вопросы вы узнаете в рубрике «Сплошные проколы». Устроил неподобающий танец, за что мгновенно поплатился. Пьяный новозеландец разозлил служебную собаку своими движениями. Тогда овчарка сорвалась с поводка и наказала наглого танцора. Возможно, после такого мужчина бросит пить. Эти проблемы лишь цветочки по сравнению с тем, что произойдет дальше. Понимая, что мотор на лодке не работает, мужчина решил искупаться. Вот только не рассчитал глубину озера. Сообразительность явно не его конек. Вор, зашедший в британское кафе, решил поживиться деньгами, предназначенными для пожертвований. Попытки мужчины украсть ящик с мелочью обернулись полным провалом. Разгромив все за несколько секунд и выронив все деньги, он выбежал из заведения с пустыми руками. А следующие кадры напоминают сцены из голливудских боевиков. Молодой человек, упустивший поводок своей собаки, был тут же наказан. Пес, почувствовав свободу, кинулся на оживленную проезжую часть. Тогда велосипедист, рискуя своей жизнью, бросился за ним. Поймать собаку удалось лишь спустя 2 минуты с помощью прохожего. Не исключено, что владелец двухколесной техники успел за это время существенно посидеть. Сергей Хайдаров, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Если вы сняли происшествие, можете поделиться своими кадрами со всей республикой. Присылайте видео на нашу электронную почту и на мобильный телефон 8 98 69 112 112 или в нашу группу ВКонтакте. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.